Нерюнгринский угольный разрез в Южной Якутии. За несколько лет он превратился в одно из крупнейших предприятий отрасли. Пониманием и одобрением встретили горняки слова Михаила Сергеевича Горбачева о необходимости интенсификации производства, перемен в методах хозяйствования из его доклада на апрельском пленуме ЦК КПСС. Задача, поставленная партией, заставила угольщиков объективно оценить эффективность внедрения бригадного подряда на вскрышных работах. Слово бригадиру Александру Федотовичу Голубеву. Когда создалась бригада, то рабочие, объединились как бы в один коллектив, и стала у нас одна семья. Мы так и называем до сих пор ее одной семьей, потому что все проблемы, которые мы решаем вместе, сообща их решаем. То есть то, что не мог когда-то один экипаж сделать, теперь делает вся бригада. Говорит бригадир Виктор Александрович Егоров. В последнем квартале этого 1984 года мы стали анализировать, почему же мы договор не выполняем. Ну, такой пример. Из-за отсутствия автотранспорта мы потеряли 700 тысяч за год. Из-за отсутствия забоев то же самое, около 700 тысяч. Я не говорю уже о браках заводских. Этой машины простою составили больше 3 миллионов. Мы не молчали. И партийные органы, только они нам дух иногда поддерживают. Но должной требовательности с хозяйственников ни парткома разреза, ни парткома нашего объединения не проявили. Что мешало нам в том году достичь нормальных результатов? Почему с такими трудом и трудностями, еще раз говорю, трудностями, мы не могли достичь намеченных рубежей? Первое – это у нас низкая исполнительская дисциплина среди рабочих ИТР. То, что принимаем решение хорошее, не выполняем. И второе – не заинтересованность низшего и среднего звена и инженерно-технических работников. Вот, кажется, две главных причины в том, что мы плохо сработали. Как вы думаете, почему в бригаде Егорова подряд не состоялся? Коллектив бригады собран был, будем говорить, не имея под собой твердую основу, твердую почву. Нам кажется, для внедрения бригадного подряда необходимо создать специальную группу по внедрению в разрезе или в объединении. Для этого создана комиссия городского комитета партии. Хорошие начинания по внедрению бригадного подряда администрация разреза свалила на плечи бригадиров и пустила на самотек. Если, мол, получится, хорошо, нет, тоже проживем. Но отрицательный результат сказался незамедлительно. Бригадный подряд – это доброе, хорошее дело. Нельзя бросить на полпути. Его надо довести до совершенства угольной промышленности. Мы это чувствуем своими даже руками и плечами. В этой ситуации важно умение выбирать оптимальные решения, творчески применять принципы социалистического хозяйствования.